Приветствую вас, дорогие друзья! Не удивляйтесь, вы абсолютно правильно поняли, куда вы попали. Новый проект НВК «Саха», проспект Весна. Именно я сейчас в таком виде отправляюсь в салон Канти, чтобы привести себя в порядок и подготовить к весне. На мне сейчас альгинатная маска, говорить мне в ней очень трудно, хочется смеяться, а не можется, да? Но зато потом я буду очень красивой и свежей. В чем польза этой маски? Кому она подходит? На этот вопрос и на другие нам более подробно ответит Лена Нафанаилова, врач-косметолог, врач-дерматолог Центра комплементарной медицины и СПА Канти. Здравствуйте, Лена Ильинична. Добрый день. Ложусь к вам, да? Ложитесь, пожалуйста. Так, в чем польза такой маски, которую вы мне нанесли перед эфиром? Ага. Это маска альгинатная из мальпиги гранатолистной и витамином С. Она подтягивает кожу, освежает ее, выравнивает тон лица. Кому она подходит? Она подходит для интенсивного ухода за зрелой кожей. А сколько времени нужно держать? Вот она мне стянула, я прям чувствую. Ее нужно держать от 20 до 30 минут. И как часто нужно и можно вот пользоваться такой альгинатной маской? Ну, раз в неделю, два для интенсивного ухода. Не чаще, да? Не чаще. Ну, я могу сама, вот, да, вот, или обязательно это с помощью вот, косметолога? Ну, здесь достигается определенная консистенция, которую надо наносить в определенный промежуток времени. Если передержать ее, она Снимать уже... больно, да? Нет, снимать не больно. Она потрескается, она уже высыхает, если передержать. Поэтому нужно вот добиться определенной консистенции. Лучше тогда, конечно же, со специалистом, да? Ну, да, конечно. Ой, теперь мне сложно. можно и смеяться, и более отчетливо произносить звук. Следы немножко, да, остались? Да, сейчас уберу. Но я так понимаю, Лена Ильинична, это самая простая процедура, да, в вашем центре медицины и СПА Канти. Вот с чем к вам приходят вообще посетительницы? Ну, к нам ходят люди разного возраста. Традиционно обращаются с такими проблемами, как устранение воспалительных пятен, это также акне, застойные пятна, также удаление гиперпигментации, новообразований. А вообще, вот каким образом можно этого всего? Естественное омоложение, да. Вот пятна, да, акне и прочее, да, вот каким образом можно все это удалить? Ну, здесь есть и традиционные методы, как инъекционная мезотерапия, также пилинги. И есть лазерные процедуры. А вот еще вопрос такой, да, вот на такую альгинатную маску может возникнуть аллергия? Альгинатная маска, ну, практически не бывает аллергии, потому что она наносится очень поверхностно, на поверхностный слой кожи. То есть не вызывает аллергию? Ну, практически нет. Ну, те, что имеют активные ингредиенты, ну, предварительно, конечно, спрашиваем. На что есть аллергия, да? Но я знаю, что в вашем салоне Канти существуют различные новые современные технологии, да? В частности, вот я слышала, что у вас появился новый лазерный аппарат. Что за лазерный аппарат такой и вот для чего он применяется? Я могу встать, да? Да, можете присесть. Вот про лазерный аппарат, да? Для чего? Вот он. Сегодня, да, мы с гордостью можем сказать, у нас появился лазер Harmony XL от израильской компании Alma Lasers. Что делает этот аппарат? Он устраняет такие проблемы, как гиперпигментация, сосудистые поражения, да, сосудистые пятна, а также удаляет удачные татуажи, рубцы, растяжки, ну и, естественно, омолаживающее действие оказывает и лифтинг. Больно, наверное, да? Вот, например, шрам удалять или вот неудавшийся татуаж? Нет, Ларина, на сегодня эту процедуру можно сделать безболезненно.
в обеденный перерыв можно сделать, потому что, да, не требуется периода восстановления на нашем лазере. А вот получается, допустим, я прибежала к вам в обеденный перерыв, да, хочу шрам удалить от аппендицита, да? Вот за один раз это, да, произойдет? Нет, или это нужно несколько раз? Да. Вот совершенно сколько правильно, примерно несколько нужно раз. будет приходить? Ну, минимум, мы говорим, на первое время 6. 6 процедур. 6 процедур. Да. Именно вот шрамы, да, которые глубокие. вот эти. Начинает с 6 процедур и до исчезновения проблем. Ага. Ну, наверное, целая очередь уже образовалась, да, на новый аппарат. Мы успели уже попробовать с середины марта. И хочу вам сказать, что аппарат, он прошел регистрацию в Минздраве Российской Федерации, что является гарантом безопасности и эффективности этого аппарата. А как называется еще раз вот этот? Harmony Harmony Excel. Ага. Да. И Компания. как вас найти? Вот как записаться, да, на такую процедуру? На такую или другие вот процедуры? Мы находимся на 202 микрорайоне, больше 10 лет, да. И также у нас есть второй филиал на Калдашвили 7. Либо тогда можно Да, на Кландаши, кому либо как на удобно. 202 Да, микрорайон. можете записываться. Есть какие-то противопоказания, может быть? Кому нельзя пользоваться вот таким аппаратом? Или абсолютно всем можно? Нет, есть противопоказания для оказания процедуры. Но это нужно сначала подойти на консультацию к врачу. Чтобы Посоветоваться определиться. со Да. специалистом, например, Да, с да. вами, да? Мгм. И узнать. Давайте мы еще раз повторим, да, ваш адрес, где можно вас найти, На и 200 телефончик, да? а, Вы находитесь у нас в Мы городе находимся, Якутске, на да, 202 в городе микрорайоне. Корпус там какой, получается? 14/2. 14/2 и на И на Кландарашвили Швили 7, по-моему, да? Ага, ну что ж, дорогие друзья, если вам стало интересно, если вы хотите подготовить себя к весне, как я сегодня, да, вы можете подойти в салон Канти, как мы уже говорили о том, что находится он в городе Якутске на 202 микрорайоне или на Каландашвили 7, либо любой из этих адресов, и вначале проконсультироваться о том, что вы хотите сделать со своим лицом, и потом уже принять, собственно, саму процедуру. Процедуры совершенно разные, да, и лазерная аппаратура, и косметика, вот как вот сегодня вы делали маску, да, и еще что можно. Ну, традиционно это биоревитализация, мезотерапия, ботулинотерапия, которая устраняет мимические морщины, да. Контурная пластика, при помощи которой можно устранить морщины, складки, добавить объем недостающий, корректировать овал лица. Это Также как ботокс, да? Нет, Или я это контурная ошибаюсь? пластика. Контурная пластика. Ботокс, он убирает мимические морщины, которые у нас появляются при мимике, при активной мимике. Вот если вот также у я нас есть- часто улыбаюсь, у меня могут вот здесь, да, появиться вот эти вот, то Нет, ботокс эффективный на верхней трети лица. есть на лбу. Да, вот те морщины, которые появляются, когда мы нахмуриваемся, когда удивляемся, улыбаемся иногда. Ну, это же получается инъекции, да? Да, Это больно? инъекция. Ну, это не Терпимо. более, да, это терпимо, Ага. потому что там специальные микроиголки. А вот на какой срок вот действует такая вот процедура? Допустим, вот я сделаю, да, и вот ботокс, да, До 6 месяцев. на полгода, да? Я еще слышала такую интересную новость, ну, может быть, для меня это новость, для других телезрителей нет, что услугами и вашего салона, да, и в частности вот ботокс, да, инъекции ботокса пользуются мужчины. Вот что они делают? Тоже вот морщины или я слышала даже потоотделение, да, вот это уменьшается? Да, Или я ошибаюсь? да, Так, вы да? совершенно правильно А вот говорите, как что это происходит все? Ботоксом пользуются те, у кого преждевременно есть вероятность появления. Ну, как бы и он может служить и профилактикой появления. Потоотделение. Нет, профилактика появления мимических морщин не зависит от пола, да? Ага. Да. И мужчины, и женщины, да, в наше время, конечно, могут пользоваться. Также для потоотделения, да, он блокирует выделение потовых желез, вследствие чего на время тоже можно
забыть Снизить. о таком, да. А сколько по времени, вот вы сказали, на потребности. время, вот тоже на полгода? Да, на полгода. Есть какие-то тоже противопоказания, допустим, с какими-то заболеваниями нельзя, да? Да, есть, конечно, противопоказания. Ну, для женщин это всегда беременность, кормление грудью, ну, онкологические заболевания, Мужчин? острые воспалительные Ага. процессы. И после этой процедуры я слышала, что нельзя ходить в баню, да, там какое-то Да, в время. течение 2 недель нельзя ходить в баню, потому что максимум эффекта достигается на 14-15 дней. Ага. Сколько стоит одна инъекция? Можно задать такой вопрос? Но это индивидуально, Ага. в зависимости от выраженности морщин. А. Опирается, на консультации И опирается. объем, наверное, да, какой-то там? Там в единицах измеряется активность ботокса. Ага. Что ж, огромное спасибо вам, Елена Ильинична, за интересную и полезную беседу. Я думаю, что многие наши телезрители воспользуются этими прекрасными советами и придут в ваш салон Канти. Дорогие друзья, я с вами не прощаюсь. Красивая и посвежевшая. Сейчас я отправлюсь на танцы. После рекламы я к вам вернусь, и мы вместе с вами устроим настоящее танцевальное шоу на нашем проспекте Весна. Увидимся через некоторое мгновение. Свободное время – это очень невероятно полезное и приятное занятие. И это прекрасный повод отвлечься от ежедневных бытовых проблем и посвятить время себе. Я сегодня с удовольствием хочу представить вам Лилию Соловьеву, руководителя школы танца «Дива», лауреата всероссийских и международных конкурсов по восточному танцу, организатора республиканского фестиваля восточного танца «Звезда Востока», а также преподавателя этой же школы Диану Лобанова. Добрый день, девушки. Очень красиво, очень прям шикарно вы танцуете. Спасибо. Скажите, ну, конечно же, Лилия, у меня к вам первый вопрос. Когда вы начали заниматься восточными танцами, когда вы открыли свою школу «Дива»? Начала я заниматься в 2003 году. Получается, уже полных 13 лет занимаюсь восточными танцами. Из них 10 лет я преподаю. А идея открыть школу у меня появилась в 2009 году. Ну, получается, «Дива» вот родилась у меня осенью 2009 года. Какие есть направления в этой школе?
В нашей школе очень много направлений, очень разных, да, такие как боди-балет, йога, восточные танцы для детей, для взрослых, ритмика для малышей от 2 до 4 лет, хореография от 4 до 7 лет. И с недавних пор у нас появились парные танцы, такие как аргентинская танго. Да. Ага, но это не связано, да, уже с восточными Да, танцами? мы сейчас работаем уже как разноплановая школа, то есть мы начинали как школа именно восточного танца. Ну и сейчас, конечно, это Спектр наше расширился, ходовое да? направление, да, самое главное. А так, ну, дополнительно, то есть мы еще развиваем другие направления. Ага. Какие планы у школы Дива? У нас сейчас грандиозные планы, можно сказать, мы стоим на таком рубеже сейчас. Мы планируем открывать филиалы в Улусах, потому что это сейчас, ну, как бы востребовано, люди спрашивают, люди хотят. И я давно как бы тоже вынашиваю эту идею, и вот наконец-то мы пришли к тому, что начали работать в этом Ну, направлении. правильно, действительно же не всем удобно каждый раз приезжать в Якутск, да, чтобы вот принять Да. участие в конкурсах, либо даже просто научиться, да, Да. танцевать. А в чем польза вот восточного танца? Я слышала, например, что помогает даже вот улучшить женское здоровье. Это так или нет? Ну, в плане физическом, да, это, конечно же, полезно, потому что это движение. Движение, оно несет, ну, практически всегда, если нет противопоказаний, оно всегда несет пользу. Мы разгоняем кровь. В плане женского здоровья, получается, это дренаж внутренних органов, массаж внутренних органов. Это очень полезно, и даже иногда гинекологи рекомендуют, да, своим пациентам приходить на восточные танцы. Ух ты, как здорово. А можно ли похудеть, занимаясь вот восточными танцами? Или Нет, конечно, возможно, потому что это тоже кардионагрузка. Она, конечно, очень щадящая, но со временем она нарастает. То есть чем вы дольше занимаетесь, тем больше у вас будет нагрузка, но вначале она всегда будет щадящей для неподготовленных людей, для тех, кто вообще никогда не танцевал, не занимался ничем. Очень подходит вот именно восточный танец как внедрение такой мягкой нагрузки. А я вот еще слышала о том, что вот восточному танцу легче учатся девушки в теле, пышные девушки, да? А худые, наоборот, как-то им это сложнее удается. Да Это так или нет? Это не так. В действительности у нас могут учиться все. Худые, не худые, высокие, стройные, полные. Это не важно. Вообще никаких критериев у нас в принципе нет. Вообще никаких, если, ну только какое противопоказание врачей, да, ну это ученица, когда приходит, она уже сама знает, можно ли ей заниматься или нет. В принципе, по внешним каким-то критериям мы никак не оценим. И по возрасту И по тоже возрасту нет тоже, да. ограничений, Вообще любая девушка может прийти к нам заниматься. А можно ли научиться самому? Вот я, допустим, включу YouTube, да, и начну пытаться. Это будет правильно или нет? Или все-таки нужно идти к специалисту? Но вообще это зависит от методики, которая предлагается на том же YouTube-канале. Кстати, вот тоже одно из направлений, которое мы развиваем сейчас, это онлайн-курсы. Как раз-таки для тех, кто не может к нам приехать вообще никак, для тех, кто находится, ну, живет в других городах России. То есть мы планируем вообще выходить на всероссийский уровень сейчас. Вот с онлайн-курсами по нашей методике, потому что ну, наша методика работает. Ну, мы смотрим на наших учениц, как бы составляем определенную статистику. Она очень эффективна, она работает, и мы бы хотели научить вообще по ней всех. И можем даже сейчас попробовать. Да, вы просто читаете мои мысли. Я хотела бы как раз тоже научиться, пользуясь случаем, да. Ой, наверное, нужно даже разуться, да, для такого дела. Я хочу пригласить принять со мной участие, Давайте тоже. чтобы мне было не так страшно, да, всех И, присутствующих. Ларина, мы вам повяжем платочек специально, Ага. чтобы лучше ощущать бедра. Ну и, конечно, для красоты. Так, как мы встаем? И первые Становитесь в наши шахматном движения, да? порядке. Вот один с той стороны, наверное, от Владимира. Итак, самое Еще вперед основное... чуточку можно, да, Да. будет? Ага. Самое основное движение в восточном танце – это качалка. Да? Будем качать мы бедрами, и бедра у нас будут работать за счет колен. Вам нужно будет встать, да, полностью на стопу, чуть-чуть присогнуть колени, подтянуть копчик вниз. И попеременно сгибать, разгибать колени. И как вы видите, да, уже пошли бедра. Вот, здесь все очень просто.
Мы работаем коленками, за счет колен у нас двигаются бедра. Мы качаем бедра. Вот, качалка. Ее можно ускорить, более быстрый темп. Попробуйте, да. Да. Хорошо. Хорошо. Ага. Следующее движение. Оттяжка в сторону. Оттягиваем бедро в сторону. В сторону. Да. Руки при этом мы держим вот так вот. Да, как-то ручки красиво. у нас должны быть высоко, красивые руки. На пол старайтесь не смотреть. И еще можно сделать круг. Круг бедрами, да, большой Ой, круг, ноги, ножки наверное, чуть чуть-чуть. пошире, да? Ой, да, боже. Пошире. И здесь нужно изолировать верхнюю часть. Важно, чтобы грудь, голова они оставались двигались, да? на месте, да. Ага, хорошо. У меня получается, да, немного? Теперь попробуем быстро сделать нашу качалку, и она получится как тряска. Да. Ага. Вот. Я как будто бы училась. И волны руками. Теперь правым бедром. О, Качаем правым бедром. Ручки раскрыты. сколько основных Да, движений, хорошо. Лилия, мы должны освоить? Хорошо. Вообще Спасибо восточный огромное. танец, Давайте да. снова присядем, да? Спасибо. Вообще восточный танец, он, как правило, основывается на 3 простых движениях Которые основных. сейчас вы нам У нас показали, нет, и даже, скажем, не движения, а элементы, да, то, что качалка, оттяжка и скрутка. Все остальные движения делаются, исходя из этих элементов. Например, та же 8 – это скрутка и оттяжка. Скрутка и оттяжка. То есть вот по этой системе очень легко научиться. И научиться может каждый, вот буквально встать, включить там какой-то урок, включить музыку и За начать какое танцевать. время можно научиться вот так же красиво, ну, относительно так же, как вы, двигаться? Ну, вообще у нас начинающий курс, он длится 2 месяца. И за эти 2 месяца, как правило, осваивают базовую технику и выучивают танец. И уже с этим танцем можно выступить. Я знаю, что в вашей школе преподается еще такой стиль, как трайбл стиль. И сейчас я хочу с удовольствием пригласить сюда Алену Назарову и ее помощниц. Они нам покажут свой красивый и необычный танец. И я думаю, что телезрители, наверное, будут пока наслаждаться этим красивым танцем. Я уже с вами попрощаюсь, потому что времени у нас не так много. Мы увидимся с вами завтра в этом же месте в тот же час. Не забудьте адрес: проспект Весна. Алена, вам слово, как говорится.